Выборы главы государства завершены. Страна сделала свой выбор. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки. Сейчас самое пристальное внимание приковано к ЦИК России. Туда стекалась вся информация по выборам. По предварительным данным Центра избиркома, очная явка в целом по стране превысила 73%, но окончательные цифры озвучат только в понедельник. В избиркоме Ингушетии также подвели предварительные итоги трехдневного голосования. О них подробнее расскажет Залимхан Калоев. Он вышел с нами на прямую связь из Назрани. Приветствую, Юсуп. Это важнейшее событие, по итогам которого определится будущее страны. Ровно в 20:00 по московскому времени завершились выборы президента Российской Федерации. Они длились ровно 3 дня. Мы сейчас находимся в избиркоме региона, где в эти минуты идет подсчет голосов. Выборы проходили организованно, стабильно и с высокой явкой. По всему региону наблюдались очереди на участках. Это связано с тем, что наши жители прекрасно осознают, что выбирают будущее нашей страны и наших детей. В Ингушетии в дни выборов работали 142 избирательных участка, а также мобильные бригады. За честностью и гладкостью проведения избирательного процесса наблюдал общественный штаб республики. Рядом со мной сейчас находится председатель избирательной комиссии Ингушетии Муса Евлоев. Муса, расскажите, какие предварительные итоги мы можем сейчас подвести? Действительно, участки все закрылись. Закрылись тем, что до окончания голосования в течение всех этих 3 дней не было ни одного происшествия на участках, не было подано ни одной жалобы либо обращения на нарушение и не было установлено нарушений законодательства при проведении голосования на 142 избирательных участках. Сейчас вот на всех участках идет работа по подсчету голосов избирателей, будут составляться протоколы, будут проводиться итоговые заседания участковых комиссий. А по поводу предварительных итогов, это только завтра, когда мы уже по сбору всех протоколов участковых комиссий, затем уже протоколов территориальных избирательных комиссий, уже все эти данные поступят в нашу избирательную комиссию республики, и мы уже составим протокол нашей комиссии об итогах голосования на территории всей республики. Последний подсчет велся в 15:00, да? Вот какие у нас были последние итоги? Это были не итоги, а предварительные, это информация о ходе голосования. И последнее отчетное время, которое установлено в ЦИК России, это по состоянию на 18 часов вот сегодняшнего дня. По полученной информации проголосовало на территории республики более 85% избирателей по состоянию на 18 часов. А вот последняя итоговая уже информация о явке, об количестве проголосовавших на участках, эта информация будет уже после составления соответствующих протоколов. Если сравнивать за 2018 год, если вы помните вот эти данные, можем ли мы говорить, что в этом году какая-то рекордная явка была? Мы видели, что очень много было у нас избирателей на участках. В самом деле, те, кто наблюдал за этим процессом, те, кто был на участках, они могли видеть, что очень много участков было в течение этих 3 дней, где были и очереди, и много избирателей, что отрадно. На участках были и инвалиды-колясочники, люди, которые захотели сами поучаствовать в этом важнейшем мероприятии. То есть они по закону имели возможность, и мы организовали бы им голосование на дому, но они захотели прийти на участок, поучаствовать в этом мероприятии. И очень много пожилых людей, если вы заметили, на участках, много было людей, которые с семьями пришли, с детьми. Дети хоть и не имеют права голоса, но они видят то, что происходит, и впоследствии уже станут добропорядочными гражданами нашей великой страны. Что касается сравнения с предыдущими выборами президента, то тогда у нас явка была 82%. Сейчас процент немного больше. То есть можно считать, что это рекордная, да?
Ну, рекорд по отношению к предыдущим выборам, она больше, эта явка. Но а так рекордов мы не ставили цели достигать каких-то рекордов. Мы ставили своей целью организовать работу таким образом, чтобы людям было комфортно, удобно прийти и проголосовать. Что у нас успешно получилось, если учитывать то, что мы для всех категорий избирателей организовали возможность голосования. В том числе и для тех, кто по тем или иным причинам там, с детьми оставить некого. Можно было прийти на участок и в специальной комнате оставить детей под присмотром. И пока избиратель голосует, они могут быть там. Для инвалидов были обеспечены все необходимые условия, в том числе и для слепых, слабовидящих, для колясочников, для всех категорий инвалидов и пожилых людей. Были, ну, это у нас традиционно, для этого специально даже стараться не нужно. Наши молодые всегда готовы помочь пожилым или инвалидам реализовать их право и вообще помочь любому человеку. И таких молодых людей на участках у нас было много. И они, естественно, кроме того, что люди сами приходили со своими родственниками, еще и на участках помогали при необходимости. Спасибо большое, Муса. Тогда получается, что итоги мы будем подводить уже в ближайшее время. Завтра. Все, спасибо большое. Я напомню нашим телезрителям, что рядом со мной был председатель избирательной комиссии Ингушетии Муса Евлоев. Все будем держать вас в курсе последних событий. Оставайтесь на НТРК Магаз.